Рыбки, приветствую вас на моем канале. Сегодня хочу сделать расклад для вас, что будет происходить в вашей жизни в марте 2021 года. В таких сферах жизни, как любовь, карьера, финансы, здоровье. Также мы посмотрим ваш внутренний мир, препятствия, которые могут возникнуть, и в конце дам совет. Весь расклад сделан на 7 колодах, каждый отвечает за свою сферу. Мне захотелось в благодарность вам, за интерес к моему каналу, к моим видео, за ваши лайки и ваши дизлайки, за подписку особенно, сделать вот такой вот сложный расклад. Я намеренно не записывала перетасовку колод, раскладку, потому что, чтобы не отнимать ваше время, и сразу приступить к прочтению прогноза. Так вот, почему я взяла 7 колод? Я это сделала для того, чтобы колода могла, знаете, как полностью участвовать в каждой отдельной сфере, чтобы карты могли выпасть повторно, понимаете? Допустим, если бы выпала пятерка пентаклей, она могла выпасть где-то еще, чтобы у нее была такая возможность. Поэтому, вот у вас так сложилось, что у вас карты не повторились, а у других знаков были варианты, где карты повторялись. Поэтому я думаю, что можно приступать к прогнозу, и мы начинаем с внутреннего мира рыбок. Это будет первая половина марта, это вторая половина марта. Первая половина марта. Карта называется «Королева воды», это восприимчивость. Карта учит и говорит о том, что необходимо в первой половине марта нужно будет быть более восприимчивым, более расслабленным, более каким-то, знаете, таким вот мягким, более женственным, то есть открыть себе какое-то, активировать такое женское начало. Причем это касается как женщин, так и мужчин. Возможно, вам не хватает вот этой женской немножечко энергии, знаете, нужно ею напитаться, скажем так. Что тут еще? Карта говорит, что вам нужно прийти, знаете, к такому состоянию внутреннего спокойствия. Это не когда мне все пофиг, а когда вы как бы живете и не испытываете каких-то стрессов, волнений, эмоциональных потрясений. Вот вы должны научиться наблюдать за своей жизнью, как будто бы наблюдать за ней, а не участвовать в ней. Вот так вот, как будто бы со стороны смотря, поэтому не переживая все эти эмоции. А вторая половина месяца, карта сравнения. Это, кстати, говорит о том, что вы, скорее всего, сравниваете себя с другими, любите сравнивать и говорить, вот у меня это хуже, это лучше, это еще что-то. Но смотрите, когда вы сравниваете, вы смотрите на других, получается, но не существует двух одинаковых людей, их нет и быть вообще не может, понимаете, даже близнецы разные рождаются. И вообще в мире нет ничего похожего одно на другое, то есть абсолютно нет двух абсолютно одинаковых каких-то предметов, людей, чего угодно. Каждый из нас уникален и не подлежит сравнению. Поэтому факт различия, то, что мы все разные, нужно просто принять, понимаете, принять и свыкнуться с этой мыслью, и перестать сравнивать. Как если бы вы, допустим, были один на этой планете. Поэтому, понимаете, все вокруг уникально, и нет ничего похожего. Просто примите эту информацию. И в следующий раз, сравнивая себя с кем-то, просто представьте, вот такое упражнение для вас. Просто представьте, что вы один в этой вселенной. Только вы подумали, вот бы мне такую шубку или такую кофточку сразу. Вам это, значит, эта шубка и не надо, эта кофточка, если у вас ее нет, понимаете? У вас есть ровно то, что нужно вам, понимаете? Раз у вас нет, значит, вам это не нужно. В вашей душе нет в этом необходимости. Если бы вам это было нужно, у вас бы это было, поверьте. Хорошо, переходим к насущным темам, любовь, карьера, финансы, здоровье. Смотрите, что здесь. Любовь. Здесь как бы проблемы, тут проблемы, и если люди одинокие, без пары, и если в паре. Если одинокие, то здесь явно не время искать себе пару, потому что время еще не пришло для встречи. Тут если встреча состоится, то отношения будут явно, не очень, и могут быстро закончиться. Поэтому что здесь еще? Здесь, если это пара, то это такая пара, знаете, люди, страдающие вместе, и они еще и осуждаемые обществом. Они вообще уже устали друг от друга, они только и ждут какого-то удобного случая, чтобы расстаться. Но этот случай все никак не приходит почему-то.
Это такая уже вот привычка, да, где любви нет, люди вроде как, они и вместе не могут, да, и расстаться не могут, потому что есть какие-то причины. Опять же, потому что, да, вот обращаемся к карте сравнения. Вы думаете, да, ну вот как же я вот там вот кто-то там где-то расстался, и потом вот ей так было тяжело, этой женщине, да, без мужа, да, нет, вот, да, нет, лучше пусть вот какой-никакой, но вот так вот мы будем, да, жить. Поэтому также эта карта показывает, проблемы в семье могут быть из-за денег, то есть, да, из-за нехватки денег. И еще карта показывает, что, возможно, ваши отношения были созданы как раз по каким-то меркантильным соображениям, да, и теперь прошло время, и пришло осознание того, что любовь за деньги не купишь, да, то есть либо вы дарили подарки, либо вам дарили какие-то шикарные подарки, то есть вы человека получили за счет каких-то, знаете, ну, таких подарочков, скажем так, да, делали его жизнь комфортной, хорошей, да, там, и человек с вами соединился, да, но теперь прошло время, он уже к этому ко всему привык, да, или это вы, это, ну, кто-то из вас, тут трудно сказать, это вы или ваш партнер, но кто-то из вас, скажем так, купился, да, на это. А теперь прошло время, вы к этому ко всему привыкли, если, допустим, возьмем пример вас, да, то есть мужчина вас там обхаживал, да, как-то там делал вам подарки шикарные, там все время вас где-то возил, угощал, да, и вы как-то, во все это втянулись, да, и отношения затянулись. Ну вот год, два, прошло три, то есть он постоянно вас как-то подпитывает этими подарками, да, все вам дарит, все вот как-то, ну, оно уже, знаете, как-то эти подарки не сильно радуют, да, какие бы они хорошие там ни были, потому что все приедается, понимаете, даже все самое шикарное приедается, все вот эти, да, вот многие завидуют людям, у кого очень много денег, там вертолеты, самолеты, пароходы, и это приедается, понимаете, все приедается в этом мире. Поэтому так и здесь. Через 2, 3, 4 года человек понимает, что какая бы прекрасная жизнь ни была, она уже начинает ему надоедать. Поэтому тут надо строить отношения на, как бы, да, на интересах, на каком-то чувстве друг к другу, а не на финансовой, так сказать, основе, потому что это все потом привыкается и наскучивает. Хорошо, переходим во вторую половину, да, марта. Тут у нас двойка жезлов, но здесь уже человек на вершине, и он здесь один, понимаете? Если вы один, да, то тут вообще не до отношений. Тут как бы, ну, у вас не будет на это ни времени, ни желания. Если вы в паре, то эта карта говорит о том, что вы игнорируете своего партнера, вы им пренебрегаете, вы его не замечаете, понимаете? Поэтому здесь и еще идет решение, принятие решения. Человек принимает решение. Вы, рыбки, будете решать, что делать. Расходиться или все-таки, да, как бы как-то эти отношения менять, трансформировать. Но вот здесь четко будет решение принято. Поэтому еще эта карта, знаете, я ее люблю называть покоритель Эвереста. Здесь человек, который пришел, да, к каким-то вершинам, но вот он считает, что он какой-то, понимаете, в семье, вот это, кстати, еще немножко какие-то, знаете, такие отношения в семье, неравенство, да, когда кто-то один считает себя лучше другого, и эта карта подтверждает. Она говорит, это как покоритель Эвереста и шерпы, да, то есть идет один человек покорять Эверест, и идет команда с ним, да, которая несет все снаряжение, которая ему помогает, да, делает его поход комфортным. Вот так и у вас. Есть вы, да, и есть шерпы вокруг, которые вот создают вам эту комфортную жизнь. Ну, поэтому, как бы, понимаете, если вы так выстраиваете отношения, то тут непонятно, что ничего хорошего не выстроится. Тут надо делать выводы. Хорошо, переходим к карьере. Вот в карьере здесь как бы все прекрасно. Королева жезлов. Она говорит о том, что для тех, кто ищет работу, эта карта очень хороша. Она, знаете, как говорит о том, что появится место, которое будет вам очень нравиться, которое может дать какой-то профессиональный карьерный рост, да, даст развитие вам, да, вы там многому научитесь, как-то вы там вот укоренитесь, да, на этом месте. Потом, что тут еще? Да, по этой карте вы свою работу любите, вы ее делаете с удовольствием, вам нравится, вы кайфуете. Это может быть создание своего бизнеса, это начало какого-то нового дела, нового проекта, что-то начинается, да. Ну, вообще вот сливание, может, бизнесов быть. То есть очень активно идет работа.
разговоры, переговоры всякие, да, то есть прям в карьере там очень активная жизнь у вас. Если дома там все, да, неинтересно, то в карьере вся жизнь там в работе, да. Карта умеренность, вторая половина марта. О чем она говорит? Она говорит, а тут, знаете, вы слишком, да, взяли такие большие обороты, она говорит, немножечко притормозите, да, тут надо сохранить баланс между работой и отдыхом, да, не гоните коней. Эта карта такая, знаете, когда нужно делать все спокойно, без стрессов, да, нужно вот все спокойно, никуда не торопиться. И еще эта карта хорошего коллектива, хороших отношений в коллективе, сотрудничества, где все роли хорошо распределены, да, где вот очень комфортно в коллективе людей, сотрудников. И вот мы переходим к финансам. Да, тут очень интересная складывается ситуация. В финансах выпадает теневая сторона. Это по Уэйту старший аркан дьявол. Да? Ну, в финансах он показывает, что деньги будут большие, но методы, понимаете, тут вообще очень подозрительные. Потому что по этой карте идут нажива, меркантильность, продажность, то есть деньги за счет других, вообще зацикленность на деньгах, да, какая-то зависимость, подчинение, да, может быть, от денег, вообще жажда приобретения, хочется все больше, больше и больше, аферы, спекуляции. Видя эту карту, что я могу, да, какие выводы я могу сделать, соединяя ее с карьерой? Она говорит о том, что в карьере, скорее всего, если у вас свое дело, да, вы работаете на себя, то вы захотите каким-то образом обмануть государство, да, возможно, какие-то там крутки-мутки с налогами могут быть, да, как-то захотите нечестно обойти своих конкурентов, да, то есть получить деньги, то есть какими-то нечестными методами будут получены. Здесь, если, допустим, вы работаете на госпредприятии, да, там, ну, или на кого-то работаете, это, возможно, получение каких-то, знаете, взяток, да, то есть кто-то вам что-то предложит такое, вот, ну, это очень хорошая, крупная сумма денег, да, то есть вам что-то такое предложат, да, чтобы вы взамен что-то сделали, но это все незаконно, понимаете, это все нечестно, это все вот, это все теневое, это вот именно теневое, тень, все, что находится в тени, ну, соответственно, это все может иметь последствия, понимаете, поэтому тут, но видя королеву Пентаклей, могу сделать прогноз, что 90% так точно, да, на это согласятся, потому что здесь в каком плане, да, крупная сумма? Для всех разное понятие, да, для кого-то 10 тысяч, там 10 тысяч крупная, для кого-то 100, для кого-то миллионы. Но это вот как, знаете, как в несколько раз, возможно, да, превышающая ваши там среднестатистический доход за месяц, да, допустим, там, если вы там в основном рассчитываете на 10, то можете получить 50, да, то есть, ну вот так вот, да, то есть это не то, что там, это такая прям приличная сумма будет вам предложена. Или как-то вы так выкрутите, да, сделаете какую-то махинацию, да, то есть, может быть, вам не предложат, а вы сами что-то сделаете такое, да, что сможете эту сумму выудить, как бы, да, из финансового потока, да. Поэтому смотрите, королева Пентакли говорит, что, скорее всего, вы это дело провернете, и у вас появятся эти деньги, понимаете, тут королева уже сидит с пентаклем, да, то есть она свое дело сделала, в кармашек положила. Конечно, королева говорит, что тут еще доход идет там, от каких-то вложений, да, хорошая зарплата там какая-то стабильная. Это может быть и просто подарок. Но это если не видя эту карту. Я все-таки, ну, как бы, да, соединяю карты с друг другом. Я думаю, что здесь помимо того, что у вас хорошая зарплата, да, и там вы, может, какие-то делали вложения, дивиденды получаете, все-таки основная масса денег придет из-за вот этих теневых дел. Ну, я думаю, так. Поэтому тут, понимаете, теневые дела. Если вы думаете, ну, если я работаю, да, там, медсестрой в больнице, да, какие у меня теневые дела? Ну, что вы, да, что вы рассказываете? Теневые дела, например, для медсестры в больнице, это имеется в виду, ей придет кто-то и даст, там, не знаю, взятку, да, взятку дали, чтобы она там получше за кем-то ухаживала, да, там, почаще заходила и смотрела. Это тоже теневые дела, понимаете? Вот это я имею в виду.
как пример, допустим, да, потому что, а у кого-то в большом бизнесе это многомиллионные контракты, это тоже теневые дела, да, какие-то в обход налогов, понимаете? И то теневые дела, только там речь идет о тысяче, а тут идет о миллионах, поэтому, ну или там о 100 рублях, а тут о миллионах. Хорошо, с королевой разобрались. Деньги будут. По королеве тут даже возможно покупка, может быть, и жилья, и какого-то участка, и автомобиля. То есть какая-то, может быть, даже и крупная покупка. Может быть, даже домашнего животного. Вы захотите себе домашнее животное приобрести. Что тут еще? Тут еще, ну, в общем, вы получаете максимум от своих ожиданий. Хорошо, в деньгах все прекрасно, в работе прекрасно. Переходим к здоровью. Десятка жезлов. Ну, тут хроническая усталость, понимаете, тут вот эти все события, да, дома не все в порядке, на работе там что-то такое происходит, какие-то крутки-мутки. И, конечно же, отсюда, да, вот это вот упадок сил, депрессия, стресс, тревожность, переутомление, истощение, да, то есть нет энергии, нет сил, нет ресурсов, да, то есть хроническая усталость. Это уже пора передохнуть, понимаете, тут и умеренность выпала. Она говорит, успокойтесь, сбавьте обороты, успокойтесь, потому что вы тут и до больницы осталось недалеко. И видя карту Иерофант, она говорит, здесь даже может появиться какая-то болячка, понимаете, там какая-нибудь хроническая, да, там появится, которая когда-то была, и на фоне вот этих всех событий может опять возникнуть. Иерофант говорит, это может быть и просто заболевание, ОРВ, ОРЗ всякие, да, вот эти вирусные. Но если у вас реально что-то начинает беспокоить, да нас что угодно, понимаете, может беспокоить, то она советует точно обратиться к профессионалу, да, то есть пойти в больницу. Вот только начались какие-то звоночки, да, то есть там что-то где-то кольнуло, приболело, да, вот прям сразу идете в больницу, вам попадется очень хороший специалист. Он такой, знаете, традиционник, то есть он вам именно ну, как бы выпишет правильно, пропишет вам правильное, да, лечение, оно будет именно вот идеально вам подходить. Вы буквально там что-то сделаете, и тут же, да, у вас все пропадет. То есть попадется очень хороший врач. Поэтому, если вдруг что-то где-то, прям, да, вспоминайте меня и бегите сразу в больницу, и там вам прям помогут прям сразу. То есть не затягивайте, потом вы можете это затянуть, и будет хуже. А так оно буквально прям, знаете, пройдет и забудете. Еще по этой карте идут возрастные проблемы могут быть, да, потому что иерофант это возраст, это солидность, всякие, да, там артриты, артрозы, да, кто уже в более старшем возрасте. Еще по ней идет, знаете, что это вот может быть пост, занятие йогой, вегетарианством, вот эти все дела, да, то есть кто собирается поститься, потому что вот сейчас же идет, будет пост перед Пасхой, я думаю, здесь карта как бы она предупреждает. Возможно, у вас здоровье не настолько прекрасное, да, чтобы заниматься вот вегетарианством и постами. Может быть, вам сначала сходить, сдать какие-то анализы, проверить, да, как вообще организм ваш готов к таким событиям или нет. Вот такое предупреждение. Переходим к препятствиям. Вот эта карта говорит о страхе, да, всегда о страхе. Этой девочке страшно выйти из этого шара и пойти дальше. Вот так и вам здесь страшно, понимаете, очень хочется взять эту сумму, но очень страшно, но это и понятно, потому что мы боимся, да, вот этих последствий, что придет вот такой страшный человек и накажет нас, да, за то, что мы делаем. Ну, тут как бы страшно, но все равно делаем, да, поэтому препятствие будет страх, но я думаю, вы его преодолеете. Во второй половине месяца препятствием является, знаете, ваше желание будет, ну, смотрите, да, вам вообще трудно открыться, да, показать свои чувства, потому что вам кажется, что вы тогда станете уязвимым, да, для другого человека, поэтому вы всегда все как-то держите в себе, все скрываете свои, стараетесь скрывать свои чувства, не показываете их. Ну вот эта карта говорит, что нужно, знаете как, открыться, да, открыться, самой себе в первую очередь открыться, да, заглянуть внутрь себя и спросить свою интуицию, попросить у нее совета, да, и вы услышите ответ на вот этот вопрос, потому что здесь будет стоять вопрос, что мне делать, и вот интуиция, она вам подскажет. Поэтому препятствие, какое препятствие? Это вы закрыты и не слышите свою интуицию.
вы не слышите внутренний голос. Переходя к карте Луны, к совету, совет идет, послушайте интуицию, чтобы принять правильное решение. Поэтому смотрите, препятствием будет, вы будете категорически отказываться слушать голос свой внутренний, да, вам все будет хотеться продумать, просчитать, да, как вот вы здесь привыкли, все вот, да, наперед просчитать. Не надо ничего просчитывать, нужно прожить сердцем эту ситуацию, включить интуицию, да, углубиться в свой, да, вот этот внутренний мир, в мир Луны. И там вот все, там есть ответ на этот вопрос. Вы его там найдете, понимаете? А это по второй половине месяца, это когда вам предстоит принимать решения по поводу отношений. А в первой половине месяца совет какой вам? Здесь выпал ребенок. Она говорит, ну это какой-то, знаете, такой новый этап в жизни, да, ну и тут здесь, помните, было тоже, что, возможно, здесь какой-то новый проект, новый, возможно, новое направление бизнеса дополнительно, новая какая-то работа у вас может быть, и что-то новое. Она говорит, и ребенок подтверждает, да, что-то новое появится. И вы не бойтесь, смотрите вперед, поверьте в себя, да, все получится. То есть вот это новое, что появится, вот оно как-то, знаете, разукрасит вашу жизнь, да, более яркими красками, скажем так. Это новое событие. Поэтому вот такая у меня информация для вас, рыбки. Благодарю вас за интерес к каналу, благодарю вас за то, что посмотрели видео. Ставьте лайк, если понравилось, ставьте дизлайк, если не понравилось. Обязательно подписывайтесь, я буду выкладывать новые видео. Жду вас на своих новых видео. Благодарю за просмотр.